поздравляю вас с наступающим праздником. Пускай Аллах дарует нам всем благо и сил для соблюдения наших обязанностей. Вот. Сейчас мы будем читать Коран. Бисмиллах, намерение ради Аллаха. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين محمد طه الأمين. اللهم ارزقنا الولاية والشهادة يا الله. اللهم ارزقنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا عن بلاء صابر آمين. وتقبل منا ما قرأنا من القرآن والصلاة والدعاء آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. على نية القبول الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Начинаем с именем Аллаха Всевышнего. И намерение у нас чистое, инша Аллах, для получения вознаграждения за то благое дело, которое мы делаем. Это упоминание Аллаха Всевышнего, упоминание пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и напоминание друг другу о богобоязненности. Я приветствую наших гостей и большая благодарность нашим организаторам
большая благодарность нашим братьям за то, что они являются причиной таких маджлисов, таких собраний для того, чтобы мы могли собраться, восхвалять Аллаха, читать Коран, восхвалять пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, устраивать такие маулиды и угощать друг друга такими хорошими разговениями и другие благие дела. Так как сегодня у нас причина является это рождение нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, причиной нашего собрания, то мы будем, иншаллах, говорить о этом благом деле маулиди, о том, что это дозволено, что это утверждено и что за это есть большая награда, как сказали об этом ученые. Основа маулида взята из Корана, так как в Коране Аллах повелевает и говорит: «А'удhu билляхи минаш шайтанир раджим, инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна алян наби, я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима», что означает: воистину Аллах Всевышний восхвалил посланника Аллаха над всем, то есть имеется в виду, сделал его самым лучшим, самым почетным. Далее сказано: и ангелы восхваляют пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, читают ему салават. И далее сказано: я айюхаллазина аману, о те, которые уверовали, саллу алейхи вассалиму таслима, и те, которые уверовали, то есть обращение к нам, читайте ему салават и таслим, то есть просите у Аллаха, чтобы Аллах возвеличил его и сделал еще почетнее в судный день, и чтобы дал ту сохранность, за которую переживал посланник Аллаха для своей уммы в судный день. В этом ая ученые увидели призыв к тому, чтобы мы восхваляли пророка Мухаммада, так как Аллах его возвеличил, восхвалил, и ангелы восхваляют его на небесах, называют его Ахмадом. Это его одно из имен пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И мы тоже восхваляем его. А если сказать, что это не делал сам пророк, то это не доказательство отрицания этого. Некоторые говорят, что это бид'а, и это недозволено, что это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сам не делал, так не собирал людей и не читали маулид и тому подобное. Это говорят несведущие, невежественные люди и отрицают это благое дело, которое утверждено в шариате. Все 4 школы, все мусульмане на том, что дозволено делать маулид, дозволено собираться, отмечать этот прекрасный день. Для чего? Шукран лилля, сказали ученые. Для того, чтобы мы благодарность проявляем Аллаху Всевышнему за появление такого прекрасного пророка, как Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и за то, что нам Аллах даровал быть из его уммы и из тех, кто уверовал в него и последовал за ним, то мы проявляем благодарность каким образом? Чтением Корана, чтением салавата, а за это и кормя мусульман пищей дозволенной, которая вызывает еще больше у мусульман любовь и приближенность, тепло. И для этого мы это и делаем. То ученые сказали, в этом есть благо, и нельзя это отрицать, так как в шариате оно имеет свою основу. Делали ли некоторые уммы и дозволено ли делать что-либо новое, которое не противоречит шариату, и в этом есть благо? Дозволено. В Коране Аллах восхваляет последователей пророка Иса, алейхиссалям, которых называли рахбания. То есть это люди, которые уединялись, уходили в леса, в горы, уединялись для восхваления Аллаха, для поклонения Ему. И пророк Иса, алейхиссалям, им это не повелевал. И в Коране Аллах хвалит их, говорит: «Варахбанията нибтадауха ма катабнаха алейхим илля бтигаа ридваниллах». Сказано, и что они, те, которые вели это понятие рахбания, ма катабнаха алейхим. Аллах не повелел им это, и пророк Иса, алейхиссалям, не говорил им это. Но они это сделали ради Аллаха Всевышнего, для того, чтобы еще больше приблизиться
к почетности, то есть чтобы еще стать почетнее. И они даже не женились. Некоторые из них уходили в леса и в горы, хотя посланник Аллаха Иса, алейхиссалам, их не призывал к этому, чтобы они не женились, чтобы они уходили, уединялись. То есть имеется в виду, что значит не призывал. Не было такого повеления. Не было такого, что это пришло к ним с повелением. То в Коране они восхваляемы. И это бид'а, то есть это было новое дело, которое они вели от себя, уединяться, не жениться и соблюдать. Основываясь на этот ая, мы тоже можем сказать, что делать какое-то дело благое, даже если сам это пророк Мухаммад не делал, саллаллаху алейхи вассалям, но в этом есть основа в шариате, и это дозволено в шариате, то это дозволено. А хадис, который используют некоторые невежды и говорят, что это запрет всем бид'а, говоря «куллю бид'атин далаля, ва куллю далалатин финнар», не имеет никакого основания отрицать все бид'а, все новшества подряд. Не имеет. Почему? Потому что слово «куллю» в этом хадисе, оно для определенного бид'а, не для умум. То есть умум не объемлет все бид'а. Потому что они говорят, если пришло слово «куллю», все новшества, заблуждение, как они говорят, и любое новшество, каждое новшество в аду, слово «куллю» здесь не имеет значения все подряд, без исключения. Потому что есть параллельный хадис. Поэтому ученые сказали, если есть один хадис и есть параллельный хадис, по внешнему виду, если они противоречат друг другу, надо их совместить. То сегодня они говорят, что каждая бид'а, заблуждение, это запрещено. А что мы будем делать с хадисом, который имеет тоже сильную степень сахих, и передал его имам Муслим, где сказано «Ман санна фил ислами суннатан хасана, фалаху аджруха». Тот, кто вел ислам, благое дело, которое приносит пользу верующим, ему за это благое дело новое есть вознаграждение. И сказано далее «Ман санна фил ислами суннатан хасана, фалаху аджруха, ва аджру ман амиля биха». И будет вознаграждение ему за то, что за ним последовали, то есть за то, что он вел, и будет еще вознаграждение ему за то, что за ним последовали. «Мин гайри ан янкуса мин уджурихим шей». Не уменьшается вознаграждение тех, кто последовали, прибавляется тому, кто вел. То есть, если кто-то вел благое дело, основываясь на шариат, и в этом есть основа в шариате, это благое дело. Если мусульмане это делают после того, как это дело вели, вознаграждение идет и тому, кто вел, потому что он первоначально вел. И тем, кто следует за ним, тоже идет вознаграждение. Не убавляется их вознаграждение за то, что они последовали за ним. Во второй части хадиса сказано «Ваман санна фил ислами суннатан сай'а», а тот, кто вел плохое новшество, «фаляху визруха», то этому человеку будет за это наказание. «Ва визру ман амиля биха», и будет наказание ему за то, что за ним последовали другие в этом деле. «Мин гайри ан янкуса мин аузарихим шей». И не будет наказание, не будет уменьшаться тем, кто последовали, и тот, кто вел. То есть имеется в виду, не уменьшается наказание, не уменьшается грех там тем, кто последовал, будет прибавляться тому, кто вел. Поэтому есть два вида новшества в исламе: благое и плохое. Как это разделил имам Аш-Шафи, радийаллаху анху, основываясь на эти хадисы. Имам Аль-Байхаки передает, радийаллаху анху, фи манакиб Аш-Шафи'и, есть книга «Деятельность, жизнь, биография имама Аш-Шафи». Имам Аль-Байхаки ее издал, то есть он ее написал. Имам Аль-Байхаки, величайший ученый шафиитский, он был в свое время главным среди ашаритских ученых. Имам Аль-Байхаки говорит, что имам Аш-Шафи сказал, радийаллаху анху, «Аль-мухдатату мин аль-умур барбан», что новшества в исламе двух видов. Какие новшества? Одно из этих новшеств аллати, те, которые тунакиду аль-Кур'ан, или же тухалифу аль-Кур'ан, ва-сунна, валь-асар, валь-иджма'. Сказал, это новшество, которое противоречит Корану, сунне пророка, тому, что пришло от сподвижников, и иджмау. وهذه بدعة مذمومة.
И такое новшество, оно отрицаемо, порицаемо в исламе, сказал имам Аш-Шафии. «Валлати ла тухалифу л-Кур'ан», а тот, который не противоречит Корану, «валя сунна», и не сунне пророка, «валя асар», и не тому, что пришло от сподвижников, «валя иджма», и не противоречит иджмау, «ваза гойру мазмума», то такое новшество не отрицаемо, то есть не отрицает такое новшество, это в этом есть благо. Имам Ан-Навави, радийаллаху анху, в свою очередь, разделил это новшество на 5 видов. Из этих 2 он еще на 5 разделил. Он сказал, что есть бид'a фаридо, то есть обязательное новшество. Сказал, есть бид'a маснуна, дозволенное, сунна новшество, то есть в этом есть вознаграждение. Вал'ид бид'a мубаха, есть бид'a, которая разрешенная, 3 новшество. Валь бид'a макруха, есть новшество, которое нежелательное, то есть за это нету ни награды, ни греха. Валь бид'a мухаррама, а также есть бид'a, которая харамная. И он привел пример. Сказал аль бид'a аль фарида, то есть обязательное новшество аль ваджиба. Какое он сказал? Это, например, писать книги, которые будут противостоять заблудшим сектам. Пророк Мухаммад этим не занимался. Посланник Аллаха не писал книги. И сподвижники тоже. Ученые после них начали писать книги, выпуская против определенных заблудших сект. Целые книги писали. Мы рассказываем историю о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям, как он себя вел, как он распространял ислам. И то, что в этом маулиде рассказывается, чтение Корана, салавата, зикра, и рассказывается в песнопении красиво о истории пророка, где здесь харам. В самолете ты находишься, в поезде, идешь пешком или дома находишься, восхвалять Аллаха, восхвалять пророка, это запрещено. Кормить мусульманина, это запрещено. Читать салават, это запрещено. То в чем разница, если человек находится где-то или собрался обязательно для этого дела в помещении, или молельной комнате, или мечети, и делает это дело? Как можно говорить, что это харам? Если человек понимает, осознает, что такое маулид, что это чтение Корана, чтение салавата, если он говорит, что чтение Корана харам, чтение салавата харам, кормить мусульман это харам, или говорит, рассказывает о пророке Мухаммаде, что это харам, как этот человек может быть верующим? Как этот человек, отрицающий такие благие дела, может относить себя к исламу? Мы привели Коран, сунну, слова ученых, и нету сомнения ни малейшего, что это дозволенное дело, что в этом есть благо и баракат. И за восхваление Аллаха, восхваление пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, есть огромная награда, есть за это благо. Поэтому, дорогие мусульмане, приходите, присутствуйте на таких местах, желая от этого получить огромный баракат и благо. Приходите, не отказывайтесь и участвуйте. Будьте всегда в таких благих местах, так как такие места, где восхваляется Аллах, восхваляется пророк. Ученые даже сказали, где восхваляется ученый, то есть имеется в виду о ученых речь идет, даже туда Аллах не спосылает милость. Мы уже не говорим о местах, где восхваляется Аллах Всевышний, Создатель всего. Или величайший пророк Мухаммад, лучшее создание Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах не спосылает такие баракатные места, благо и милость. Поэтому, дорогие братья, я поздравляю вас с наступающим праздником, поздравляю вас с тем, что мы защищаем ислам, защищаем истинные знания. Для нас, для мусульман, праздник каждый день, что мы мусульмане. Для нас, для мусульман, праздник каждый день, что мы восхваляем Аллаха, выполняем намазы, ограждаем себя от греха. Это для нас праздник. То есть мы радуемся этому. И для нас это дата особенная. То поэтому я напоминаю себе и вам о богобоязненности. Ограждайте себя от грехов, соблюдайте все свои обязанности. И всегда будьте взаимопомощниками в таких благих делах. Акулю хада ва астагфируллаха ли ва лакум. Баракаллаху фикум алейкум. Давайте нашего брата Максуда послушаем, как он красиво будет читать маулид. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. بزند راه را زان که نگار میرسد، مژده دهد باغ را بوی بهار میرسد. بزند راه را زان که نگار میرسد، مژده دهد باغ را بوی بهار میرسد. صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم. صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم. صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم. مرحبا یا مرحبا ای سیدی مکگی مدنی. مرحبا یا مرحبا ای سیدی مکگی مدنی. جان و دل باد فدایت، آه چه عجب خوش لقبی. منی بدین و جمال تو عجب حیرانم. الله الله چه جمال است بر این بر عجبی. صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم. صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم. صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم. ای ماه دو عالم سلطان دو سرا، ای ماه دو عالم سلطان دو سرا. خورشید تابان خوشروی جهان، خداوندا به حق جود و فضلت، به حق رحمت و اظهار عبدت. ای مجلسی فقیران، ای جمع هم نشینان، گوید از دل و جان صلوات بر محمد. ای مجلسی فقیران، ای جمع هم نشینان، گوید از دل و جان صلوات بر محمد. گوید از دل و جان صلوات بر محمد. جان را کنید قربان هر لحظه ای عزیزان، جان را کنید قربان هر لحظه ای عزیزان، گوید از دل و جان صلوات بر محمد.
گوید از دل و جان صلوات بر محمد. صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم. صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم. صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك. يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. آرامی جانم نامی محمد، ویدی زبانم نامی محمد، ویدی زبانم خدا نامی محمد، نامی محمد، نامی محمد. ویدی زبانم خدا نامی محمد، نامی محمد، نامی محمد. سوزد درونم از شوق رویش، فیضی کلامم نامی محمد، فیضی کلامم خدا نامی محمد، نامی محمد، خدا نامی محمد. فیضی کلامم خدا نامی محمد، نامی محمد، نامی محمد. بگذاشتم من عیشی جهان را، عیشی جهانم نامی محمد، عیشی جهانم خدا نامی محمد، نامی محمد، نامی محمد. عیشی جهانم خدا نامی محمد، نامی محمد، خدا نامی محمد. در روز محشر از آتشی تیز، در روز محشر از آتشی تیز، باشد امانم نامی محمد، باشد امانم خدا نامی محمد، نامی محمد، خدا نامی محمد. عیشی جهانم خدا نامی محمد، نامی محمد، خدا نامی محمد. آرامی جانم نامی محمد، ویدی زبانم نامی محمد، ویدی زبانم خدا نامی محمد، نامی محمد، نامی محمد. ویدی زبانم خدا نامی محمد، نامی محمد، نامی محمد. صلی الله علی محمد صلی الله علیه و سلم. صلی الله علی محمد صلی الله علیه و سلم. تا بود جانم دم است صدیق اکبر میزنم، ناله های عاشقی از بحر عمر میزنم. نام عثمان و علی چون تاج بر سر میزنم. تبلیغ ابوبکر و عمر بر هر کشور میزنم. سنیم دینم زی احمد، ملت من از خلیل.
سنيام دينم زي أحمد ملتي ما ناس خليل مصحبا بوشت حنفي ربي من ربي جليل مصحبا بوشت حنفي ربي من ربي جليل آرامی جانم نامی محمد ویردی زبانم نامی محمد ویردی زبانم خدا نامی محمد نامی محمد نامی محمد ویردی زبانم خدا نامی محمد نامی محمد نامی محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وبارك عليه بارك الله فيكم. Сколько мусульман? 1,5 миллиарда мусульман. У всех мусульман в мире от только одного имени в сердце возникают большие сильные чувства. Это указывает на что? На любовь к этому человеку, который является самым великим человеком в истории. Он лучше всех, кто когда-либо жил на земле и на небе, на небесах. Он лучший, это никак не принизано и никак не превышено чересчур, потому что он лучшее создание Бога. На небесах живут создания Аллаха, на земле живут создания Аллаха. И небеса и земли созданы Аллахом, и он, Мухаммад, тоже создание Аллаха, и он лучшее из всего, что когда-либо создано им. Поэтому, когда у человека возникают такие чувства, услышав про пророка Мухаммада, услышав хадис какой-либо от пророка, или же жизнеописание пророка, связанное с пророком, или связано с религией, потому что то, что до нас дошло, это дошло от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И у нас у всех возникает чувство, и это опять же указывает на что? На то, что мы, альхамдулиллах, мусульмане, на то, что мы, наше сердце требует, наша душа требует, чтобы мы еще больше стремились к тому, с чем пришел пророк Мухаммад. Изучать это и соблюдать то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, нам обязал, повелел от Аллаха Всевышнего. То, что связано с мирским спокойствием, а связано с религией, связано с такими великими людьми, как самый великий, конечно, пророк Мухаммад, а также с учеными ислама, с подвижниками пророка Мухаммада, у нас в этих случаях возникает приятные чувства. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, он, получая откровение и особое благословение Всевышнего, распространял добро, запрещал подлость и грехи, призвал к знанию, добру и совершению благих дел. Это его жизнь. То есть он занимался не тем, чтобы как бы свою жизнь улучшить, как бы больше имущества или же больше каких-либо других мирских ценностей. Нет, его жизнь, она была связана именно с тем, чтобы призвать людей к истине и чтобы люди, они были счастливыми на том свете. То есть это его желание, и это, к этому он призывал.
تو برادران و خواهران اسلامی و اون کسانی که این نوار را تماشا میکنند. ما امروز در محفل اسلامی در شهر سنت پترزبورگ روسیه در مسجد نوچرکاسک قرار داریم. امروز ما با کمک برادران اهل اسلام یک موضوع اسلامی تشکیل نمودیم که با نام مولود پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم می باشد. تشکیل کنندگان این محفل религиозная группа наследия предков و مرکز فرهنگی حقوقی خلق‌های شرق اینچنین تاج لایف و ایندمیکس می باشند. ما آغاز این محفل را با خواندن قرآن با شنیدن قرآن آغاز نمودیم. بعد از آن درسی فهماندهی بعد از خواندن قرآن گذشت و در آخر باشد برادر ما مقصود با زبان تاجیکی یعنی مولود برای پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم را زمزمه کردند و ما از شما نیز خواهش می نماییم که در چنین محفل ها آمده اشتراک نمایید، در بری ما باشین، چون که از سبب جمع شدن ما در اینجا بسیار خوب شد. از کدام سبب؟ از سبب که ما از اسلام یک کلمه یک بهره برای خود گرفتیم، این چنین نمازها را با جماعت خواندیم و شما نیز در اشتراک چنین محفل ها در اشتراک یک موضوع های اسلامی محفل های اسلامی به طرف نباشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Меня зовут Халлар Амирханович, я являюсь руководителем отдела религиозного духовного воспитания при САМе, Союзе молодежи. И сегодня мы провели Маулид Ан-Наби, и эти религиозные и общественные дела, которые являются показателем того, что мусульмане этого города, они не просиживают просто так, а занимаются благими делами и сотрудничают друг с другом, организовывают такие большие, прекрасные мероприятия. И организатором этого мероприятия является религиозная группа «Наследие предков» при сотрудничестве культурно-правового центра народов Востока и Touch Life и Endemix. Это наши дорогие братья, которые являются примером того, как нужно работать вместе и делать такие прекрасные дела. Почему прекрасные дела? Потому что в этом есть польза, в этом есть благо. А мы те люди, которые нуждаются во всем этом, потому что мы понимаем, что мы являемся нуждающимися, так как жизнь это проходящая, и нам нужно уйти с чем-то. И для того, чтобы уйти с чем-то, нужно больше копить благих дел. Так вот, сегодня у нас в начале было открытие, и открытие у нас было с чтением Корана. Далее был религиозный урок имама нашего как раз таки религиозного помещения. Это является показателем, как нужно работать. И последующий у нас наш брат Максуд читал Маулид на таджикском языке. И далее было пиршество. И следующее, что ожидало тех, кто пришел на это мероприятие, это также религиозный урок. И далее у нас был джамаат намаз. Джамаат намаз чем тоже очень прекрасен тем, что при намазе человек получает большие вознаграждения, фард намазе. А когда это джамаат намаз, то 70 раз человек больше ему пишется вознаграждение.
Баракаллаху фикум, иншаллах. Надеюсь, что в дальнейшем тоже будем сотрудничать и в дальнейшем будем работать и идти нога об ногу, как говорится, рука об руку, продолжать свое дело. Баракаллаху фикум. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Бисмиллахи рахмани рахим, альхамдулиллахи, вассалату вассаламу аля расулиллах. Все лучшие восхваления Аллаху Всевышнему и просим у Аллаха Всевышнего восхваления нашего любимого пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Я еще раз поздравляю мусульман всего мира и мусульман Санкт-Петербурга и тех, которые участвовали в этом прекрасном мероприятии. Это мероприятие, которое мы празднуем очень часто, это рождение пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Поздравляю также с наступающим праздником великим Идуль-Адха, это праздник жертвоприношения. И хочу пожелать мусульманам всего мира, чтобы именно их всегда объединяло и всегда они собирались ради того, чтобы говорить правду истину. Говорить правду истину о Создателе и правду истину о пророке Мухаммаде саллаллаху алейхи вассалям. Еще раз большая благодарность нашим организаторам, тем, которые пришли и сделали какую-то лепту и вклад в это благое дело. Пусть Аллах нам дарует и в следующий раз именно так собираться и больше распространять между мусульманами любовь к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям и любовь к исламу. Аминь. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дорогие братья и те, кто смотрят нас, в первую очередь хочу поблагодарить нашего Создателя за то, что Он нам даровал такую возможность. Это все, что мы делаем, это все милость от Аллаха. То есть Аллах нам это все дал, и мы с помощью Аллаха, альхамдулиллах, провели такое мероприятие. И я хочу несколько слов сказать об этом мероприятии. Первое, что нас побудило, чтобы мы сделали такое мероприятие, это благодарность Аллаху за такого прекрасного пророка, самого лучшего создания Аллаха, это Мухаммада. По причине его мы, альхамдулиллах, сейчас мусульмане, и мы хотим всему миру, или же всему миру хотим, конечно, но у нас пока нет такой возможности, но то, что есть сейчас, всем людям, которые нас видят, мы хотим показать, как мы любим пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, и те люди, которые не дают таким мероприятиям или же отрицают такие благие мероприятия, добрые, хорошие, чтобы показать им, что не только мы именно в месяц, когда родился наш господин Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, делаем такие мероприятия, но и каждый день, и каждый месяц, и каждую секунду мы восхваляем Аллаха и читаем нашему пророку салават. И хочу сказать спасибо тем людям, которые участвовали в этом мероприятии. Каждый свою лепту ввел. Кто-то нас накормил вкусной едой, кто-то читал маулид на арабском, на таджикском, кто-то объяснил, что то, что мы делаем, это не противоречит законам шариата. И наш уважаемый брат, альхамдулиллах, тоже рассказал нам о жизни, описании пророка Мухаммада, мир ему. И также наш уважаемый брат прочитал очень красиво Коран. И все это нас объединяет. И я думаю, что это наше не первое будет такие мероприятия. Мы будем больше стараться, чтобы делать такие мероприятия, чтобы люди побольше узнали о религии ислам, о Создателе и о нашем прекрасном пророке Мухаммаде саллаллаху алейхи вассалям. Баракаллаху фикум, джазакаллаху хайран касир. Спасибо вам огромное.